Друзья, всем привет! Сегодня мы идем на площадь. Мишка, зачем мы идем на площадь? На 9 мая. В общем, мы хотим вам показать, как мы отмечаем Великую Победу 80-летия в этом году. Сегодня у нас день первый празднования этой великой даты нашей в России. Вот. И сегодня у нас вообще по программе вальс Победы и автопробег. Мы посмотрим, мы уже опаздываем на вальс Победы, как всегда. Может быть, на автопробег сейчас все-таки попадем и покажем вам, что тут у нас творится, как мы отмечаем Великую Победу и конкретно юбилей 80 лет Победы. Сына, а как ты думаешь, у нас кто-то воевал из дедушек во время Великой Отечественной войны? Во Великой Отечественной войны, наверное, наш дедушка Миша воевал. Да, вот у нас есть, Дедушка точнее был наш дедушка двоюродный, его звали Михаил, и вот отчасти наш сын назван в честь него Михаилом. В общем, он у нас был разведчиком, и однажды он поймал на задании, ну, как не немца, а фашиста, в общем, поймал, эсэсовца. И когда он его вел в тыл наш на допрос, получается, они шли через минное поле, и на этом поле они попали на мину. не попали на мину, а, в общем, фашист наступил именно на мину, и они оба взорвались. Получается так, что фашист, он полностью он погиб. И в итоге получилось так, что он забрал ногу нашего дедушки Миши. И вот он вернулся с войны одноногий у нас. Потом он всю жизнь работал. Ну, на таких простых должностях. Он работал охранником в интернате детском, по-моему, насколько я знаю. А дедушка Миша забрал руку немца. Да, и такой нюанс там получился, что в руке дедушки Миши осталась рука немца нашего, в общем, фашиста. Вот такая история. И дедушка работал. Долго работал. И вот всю жизнь, я помню, он ходил у нас на костылях одноногий. Сейчас бы, наверное, ему сделали бы протезы, наверное, какие-нибудь современные. И он бы, бедный, не мучился так. Вот такая история у нас. Это у нас один дедушка Миша. Дальше мы расскажем про других. Мы сейчас проходим мимо нашей площади главной. Вот, и здесь прям полным ходом идет подготовка к празднику завтрашнему. Сегодня у нас 8 мая, а завтра 9 мая будет уже основное празднование нашего парада. Парад будет или что, я даже не знаю. Сейчас мы идем, а на перекрестке мы увидели вот такой стенд с портретами наших участников Великой Отечественной войны. Наверное, они жили у нас здесь в мирном, скорее всего, я думаю. Вечная память нашим героям. И вечная слава советскому народу. Сегодня 6 градусов тепла у нас. Хорошая погода такая солнечная. Я уже заболела. Ты давай, прекращай, у тебя скоро каникулы. Заболеть он собрался. И так уже майские каникулы. Мы с Мишкой сейчас подошли уже к нашему мемориальному комплексу. Вот. По сути, он у нас называется «Три меча» в народе, но он по-другому как-то называется в честь Великой Отечественной войны, по-моему. Там сейчас уже идет вальс Победы. Да, я вижу отсюда девушки красиво одеты по-военному. Мой дедушка родной
по отцу Иннокентий. Он у нас прошел 2 войны. Войны с Германией и войны с Японией. Так что, получается, он и на Западном фронте участвовал, и на Восточном фронте тоже принимал участие. Вот так вот боевой дедушка, да, у нас. Еще один дедушка, тоже родной мой по маме, Петр. Он у нас конкретно в боевых действиях не принимал участие, но он у нас готовил лошадей для военных наших, для дальнейшего отправления на фронт где-то в степях Бурятии, по-моему, насколько я знаю. Ну, конкретного участия в самой, да, вот такой военной операции он не принимал участие, но внес свой тоже большой вклад в победу. Я сейчас пока сидела, ждала автопробег, поговорила с одной бабушкой. Бабушка, ребенок войны. И в то время ей было 6 лет. И она работала во благо Победы. Собирали ягоду на Байкале. В общем, вносила свой вклад для того, чтобы наши военные могли получить хоть какие-то витамины, видимо, я так понимаю. То, что она рассказывала, это очень тяжело даже слушать. Я просто боюсь даже представить, что она, бедная, перенесла в то время. Друзья, сегодня у нас 2-й день празднования. Мы идем сейчас на площадь нашу. У нас там будет основное празднование, потому что сегодня день Великой Победы. Мы сейчас идем прямо по главной дороге нашей центральной, улица Ленинградская. Ее там уже перекрыли. И вот сейчас народ собирается. Будет бессмертный полк идти по этой дороге прямо до площади. А здесь у нас сейчас раздают полевую кашу. Сына, ты кашу будешь? Да. Хочешь, да? Я проголодалась. Да? Ну ладненько, давай тогда стоять. Очередь за кашей огроменная. Вон все стоят, ждут. Кашку хотят, гречку, чаечек горячий. Вон казачки наши всем накладывают. Мишка там где-то стоит внизу, он хочет тоже попробовать кашку. Вот. Не знаю, стоит или нет такую очередь. Очередь вообще огроменная.
Мишаня ждал кашу, в итоге каша закончилась. Вот. Мы уже бросили эту идею. Сейчас он решил тут шаурму поесть свою, которую он купил заранее. Ой, сейчас я иду и думаю, что тут случилось-то, дорогу перекрыли. А тут, оказывается, ребята, вон, легкоатлетическая эстафета, вон, они бегают, оказывается, здесь по городу. Ага, вот она, что тут творится-то. Молодые ребятки участвуют. Интересно тоже придумали. Здорово, молодцы. Куда сейчас идем? Мы идем на площадь смотреть фейерверки, как будут запускать. И сами фейерверки. Ой, столько людей на площади. Все пришли на фейерверк. Да. И сейчас еще там представление театрализованное идет. Маленько тоже поснимаем сейчас. И дальше Бог, чтобы за спиною был кто-то с позывным коротким ангел. Поздравляем всех с Великой Победой, с 80-летием Победы. Всем желаем хорошего настроения, здоровья крепкого и мирного неба над головой. Всех с праздником!